выгорело все. Полную печку я оставлял, затапливал. И сейчас сгорели. Ну ничего, сейчас по-новому все. Придется растапливать, затапливать и растапливать. Главное быть таком масулище. В первую очередь с дровишками надо разбираться сегодня. Дров у меня практически не осталось. Вот так. Ну, избушка уже потеплела, в принципе, нормально. Тепло. Залит. Короче, решил я одну ходку сделать за дровами. Съезжу за дровами сухими. И что-то буран, вроде один цилиндр, что-то неактивно работает. И сейчас подкачку дал и сразу не завелся, но вообще не надо качать. Заливает вроде как. Не знаю, что случилось. Ну да ладно, все работает. Давайте съездим за дровами. Тут поблизости, ну вот сухостои стоят. Можно отсюда, но это можно с утра вытащить. Это гнилые сухостои. А я, наверное, вон туда съезжу. Подальше там тоже один сухостой я видел. Надо дровишки заготовить. Вообще дров нету.
Одну ходку сделали. Хорошие дрова. Сухие. Елка не так дымит. Айда уже опытная. Она знает, что занимаемся своими буднями. Бегать за бураном лишний раз не будет. Вот так вот. Все, сейчас распилим. Что осталось? Что осталось уже, думаю, ну, если вечером не будет, не поленюсь, в общем, еще один раз езжу. Или же завтра. Облачно становится, может снежок еще будет. Фиг знает. Но пока мы заняты вот этими делами. Заготовкой дров. Это, наверное, спилю, да, может туда складывать буду. Не знаю, посмотрим. Избушка жара. Блин, пока мы гуляли, с дровами занимались, все уже закипело. Чайник закипел, вода кипит. Сейчас я буду суп варить. И для собакам, уже для каши, там уже воду тоже поставил. Сейчас чайник уберу и для собак тоже буду что-то придумывать. Блин, все так в кучу дела накопилось, блин, варить, дрова, туда-сюда, все бегом. Даже времени так, время непонятно. 3 часа дня сейчас. 3 часа дня. Все, пока успеваем. Сейчас до 6 не темнеет. Все нормально. Сейчас будем суп варить. Подкинул дрова. Картошку уже закинул я. Еще за водой надо сходить. План. Давай, пошли за водой. Пошли за водой сходим. Вот уже потеплело, сразу уже начали проваливаться. С утра более-менее было. Вот так. Завтра с утра еще с дровами надо разбираться. Фу, хотел, блин. Все бегом надо делать. Так, где у нас лунка-то, интересно? Вот, треснул лед. Пойди, ма. Вот так. Будем здесь черпать отсюда. Волшебная лунка наша. Уйди. Сейчас сперва я наберу, а потом уже напьешься. О, вторая ленивая пришла. Айда. Ленивая пришла. Уйди. Ух ты какая. Это нам на вечер и до завтра, потом воды хватит. Сейчас осталось умывальник, еще чайник. Один чайник поставлю на печку, в умывальник вода понадобится и все. Давай пей. Давай, пей. Оскар. Ух ты какой. Шли. Это с осенью там уровень воды, конечно, намного больше было здесь. Вот такое небольшое озеро. И такое большое. Отсюда я набираю воду. Пью уже сколько лет нормально. И очень вкусная вода, между прочим. Вот, с Денисом, когда приезжаем сюда, не может он напиться этой водой. Говорит, так вкусный чай получается. Везде вода разная, отличается. Вот. А здесь какая-то вот, ну, мне тоже нравится, что потом. Вот так вот. О, блин, спотел, сейчас продует опять. Ветрище такое.
Ну все, мы основное мы сделали сегодня. Дрова есть, вода есть. Сейчас еще жрачку приготовим и нормально все будет. Вот так вот. Быстро все делается, там вода уже кипит. И как обещал, я покажу консервы, хорошие консервы. Это не реклама. Это не реклама. Просто вот я хвалю эту консерву. Вон какой. Читайте, говядина тушеная. Он с Нижнего Новгорода, он производитель. Так. Великий, где-то написано, не помню уже где. Так. Изготовитель Великоновгородский мясной двор, короче. Великоновгородский мясной двор. Если в Сыктывкаре кто живет и хочет купить эти консервы, я беру эти консервы Светофор. 76 рублей банка это стоит. Не реклама. Попробуйте, сами оцените. Мне очень нравится. И сейчас вот ездил в город, и там в Сыктывкаре 3 магазина Светофор. И эту я нашел сейчас последний раз на Гаражной, улица Гаражная, там была. А на Печорской там уже не было. Там я заходил обычно по пути, там иногда бывает беру, но не было. Откройте, сразу оцените, там одно мясо и вкус обалденный. Вы прям сразу поймете, что консервы хорошие. Так, там еще такая банка, есть паштет. Там не перепутайте, паштет говяжий, наверное, и тушенка говяжья. Там разные консервы, но эти консервы мне рекомендовали, и я сейчас всем, вот, мне не жалко, я тоже рекомендую. Вот сейчас я покажу, что тут. Ну, тут одно мясо, вот, ребята, смотрите. Вот. За это мне никто копейки не дает, чтобы я кому-то подумаете, что это реклама. Нет. Это просто я в Сыктывкаре покупаю такие консервы. Консервы класс. Сейчас я буду варить из этих консервов суп.
Вообще отличная дрова. Отличное дерево попалось. Прямо слойное. Ну, немножко так есть вертлюг, но основное нормально колется. Чурки 5, наверное, поколю я. Сложу там между печкой и стеной, как обычно. А остальные я уже буду вот сюда складывать. Чурками складывать. А что осталось, наверное, я буду перетаскивать на буране. Сюда комлей и оставлю. А весной уже приедем. Весной приедем и там будем разбираться, там, где, как сказать, где складывать, где он будет сохнуть. Главное, какую-нибудь крышу сделать небольшое. Ну, можно сюда складывать или еще. Ну, будем думать. Вот такие дела. Хорошие дрова, хорошие. Все затянуло, облачно стало. Вот бы сейчас на рыбалку. С утра, блин, клева вообще не было. Может сейчас, если вечером на часик сходить, ниже по течению. Сегодня вверх по течению я сходил. Все, дальше я не пойду. Я знаю, что еще выше там уже рыбачили. Туда не буду идти. А ниже можно сходить еще. Сколько возможно. Если такой клев, как сегодня, завтра такой, если будет, я долго рыбачить неохота мне рыбачить. Неохота. Вот так. Ну все, колем дрова. Вот такой быт у меня сегодня. Многие просят снимать быт. Вот этим и занимаюсь. Знаете, вот в лес приедешь и, блин, иногда бывает просто отдохнуть нету времени. Все время бегом все делаешь и смотришь, уже день закончился и уже пора спать ложиться. Тула! Сейчас я тебе будку приготовлю. Туланчик, будку приготовлю. Что-то сегодня никого не облаяли. Вроде и рябчик там следы были. Но у куницы я лично сам не видел. Может и есть, тоже бегают, но не знаю. Что-то тишина. Никого не облаяли. Вот так. Дятел только там кричит и все. Короче, буран капризничает, ребят. Не знаю, что с ним. Весна не хочет работать. Блять, если начнет что-то ломаться, то одно, то другое. Ну. Что машина, что буран. Какая-то цепочка начнется. Полоса. Фиг знает, блядь. Искра хоть есть, нету, в общем. Черный весь копоть. И свечи надо свечи поменять. В принципе, искра есть, но сейчас поменяю свечи на всякий пожарный. Новые свечи поставлю. Главное, искра есть. Значит, где-то что-то другое. Где этот ручь-то? Ну вот. Хочу еще второй рейс сделать, если заведется. Если заведется, съезжу еще
Дрова привезу разок. И на рыбалку еще хочется. Все хочется. Туда хочется, сюда хочется. Наверное, надо выкинуть эту фигнюшку и поставить грушу обычную. Подкачка какая-то, непонятно тоже. Сейчас смотрим. Ну-ка, дрин-дин. Явно свеча там виновата, оказывается. Не знаю, которая, но с полуоборота сейчас завелся. Дергаю, дергаю. С утра уже, блин, мозги там, сами понимаете, что делает. Матюгаться нельзя. Так вот. Опа. Все. Газку за дровами. Газку за дровами. Айда, Тулан. Все. Ну-ка. Ой. Все четко работает. Оказывается, свеча. Все классно работает. Ладно, второй рейс я сделаю, снимать уже не буду. То же самое. Привезу вас сюда, наверное, выгружу, если получится еще. Езжу разок. Ну вот, на сегодня шабаш. Немножко помусорили, но это я весной уберу. Дрова спилю. Сюда, наверное, буду складывать.
Но это уже весенний поход. На лодку приедем. Пока комары не выйдут. Ну, до тепла такая в июне, начале в июня или в конце мая, наверное, приеду. Буду разбираться с этими дровами. Хочется, конечно, больше сделать. Но и, наверное, завтра еще, может, один хлыст. Одно дерево такое сухостое еще, может, буду перетаскивать. Но больше не хочется сделать, потому что я сейчас буду работать. Вон, смотрите, на стол залез. Тулан, на колодце сидишь. Фу! И трудишься, заготавливаешь себе, но на сезон своей охоты приедешь, и вместо дров ты одни щепки можешь как его получить. Айда лежит. Хитрая, блин. Очень хитрая. Ну, не хитрая, а уже мудрая. Она как бы в возрасте и мудрая. Сейчас тулан вместе, ну, 2 рейса я сделал. Да. По 3 штуки. Я все привез. Все. Там вершинка осталась, наверное, буквально 2 метра уже. Тонкие вершинки. Ну, это я оставил. Пусть гниет там. И, короче, один раз ездили, второй раз ездили. Ну, там небольшой перекур я сделал. Посидел с туланчиком. Тулана я так ласкаю, глажу. И вот я также с туланом разговариваю. И другу откуда ни возьмись, айда прилетела. Знаете, вот она здесь лежит, и она слышит, видно слышит. Но здесь, наверное, буквально от избушки до этого сухостоя, я не знаю сколько метров, но метров 100 от силы, наверное, 100-150. И она, видно, слышит, сразу пришла, так тоже, давай, говорит, Олег, люби тоже меня, ласкай, как тулана ласкаешь, там гладишь, вот, место себе делает, сейчас будет ложиться. Я им кашу уже сварил, вкусная каша, там макароны, пшенка получилась. Пшенка, макароны, вермишель, остатки. Все это, короче, заварил. И там туда еще сало закинул. Там у меня остатки сала с прошлого похода было. Очень хорошая, вкусная еда. Думаю, корм будет. Сейчас еще мне дополнительно быстренько я вырою отсюда будку. Хоть какую-то лазейку сделаю для тулана. Он будет здесь, думаю, ночевать. И сверху там надо поискать мне еще Блин, забыл. Ой, тарелки, 2 тарелки там лежат. Все в снегу, где-то 50 сантиметров, 60 сантиметров снега. Тут на крыше. Фу, немножко попотели, поработали. Очень приятно, когда ты работаешь и потеешь. Все здорово пока. Все четко. Сейчас займусь я будкой. О, свалился. Куда? Свалился? А?